Меня зовут Дмитрий Караулов, я гражданский активист, блогер. У меня большой опыт политической работы. В свое время в Санкт-Петербурге я возглавлял исполком Движения демократической России. Меня поразило в этом конфликте власти и народа Ингушетии одна вещь. В свое время, когда проходили в Санкт-Петербурге демонстрации, общество изменялось, стремилось построить какие-то гражданские институты. Часто и при этом наталкивалось на, естественно, противодействие властей, часто в колоннах звучал такой лозунг: «Если мы едины, мы непобедимы». За ситуацией в Ингушетии следят очень много моих друзей, подписчиков. Реакция однозначна. Это поддержка борьбы ингушского народа за свои права, за справедливость, за достоинство. Я в свое время написал это в своем блоге о том, что, обращаясь к власти и федеральной, и местной, о том, что вы, господа, нарушаете законы гор. Если мы видим такое единство мнений, да, и этому ничто не может противостоять. И те, кто это нарушает, будут наказаны. С большой радости я считаю, что важный этап состоялся. Тот человек, который был поставлен Кремлем, хотя несколько лет назад, как мы знаем, он навел в Ингушетии относительно порядок какой-то, да, люди восприняли это правильно, но сейчас он поступил неправильно, и он должен был признать свои ошибки. Но он этого не сделал, он взял и ушел. На место этого человека поставили другого, тоже из Москвы. Я думаю, что на ошибках нужно учиться, нужно искать какой-то компромисс. А то, что сейчас творят так называемые судьи, прокуроры, следователи, которые вывезли активистов гражданских, и там содержат их в непонятно каких условиях, непонятно, что вообще там происходит, потому что средства массовой информации молчат. Нас сегодня тревожит то обстоятельство, что та гражданская активность, которая возникла естественным образом, та солидарность, которая возникла в Ингушетии, ее пытаются разрушить. Причем средствами, которые, я считаю, недопустимыми. Почему, например, всех активистов вывезли с территории Ингушетии куда-то непонятно, да? Что с ним там происходит, родственникам неизвестно. Ну, как можно считать это правосудием или какими-то действиями, направленными на урегулирование конфликта. Наоборот. И мне бы хотелось призвать тех людей, которые, на территории которой сейчас находятся вот гражданские активисты из Ингушетии, чтобы они посодействовали тому, чтобы было перенесено туда и разбор, так сказать, возможных нарушений. Я здесь тонкостей не знаю, но чтобы оно происходило там, где эти нарушения были. Вот. А родственникам этих активистов я пожелаю мужества, терпения, и думаю, что все будет нормально, потому что вопрос важный не только для Ингушетии, этот вопрос важен для всей России. Как власть относится к гражданам, к населению. Будет оно считаться, эта власть действующая, этот режим населением, или не будет. В данном случае Ингушетия является примером того, что можно, если объединиться, доказать свою правоту.